Ну, ребята, интернет, конечно, спасибо. Все уходит и никакой гарантии. Ой, да ладно. Начинаю еще раз. Показываю. Как представлял раньше первый ножик в темном РВЛ 34, длина клинка 12. Кованый дал, клеймо мастера, национальными узорами, костяшками. Все в лучшем виде. Ножный бычий хвост, конский волос. Это ножик был представлен первый. Вторым идет, представлял, вернее. Еще раз показываю. Светлом, бычий хвост. Длина та же, 12 сантиметров. Вообще красивый. Какой кап. Какой кап. Дол кованый, клеймо мастера. Прямой спуск. Длина та же, 12 сантиметров. Сталь РВЛ. Даже замком. Все эти ножи вам знакомы. На канале все видели. Были представлены давным-давно. Но теперь давайте продолжим. Что же будет дальше? Идем. Ножная кожа коричневым, мощным рукоятью. Мощным. Смотрите, здоровый. О. Прямой спуск, кованый дол. Клеймо мастера. Длина клинка 11,1. Сталь Неолокс. Вот такой красавчик. Идем дальше. С цельной рукоятью, кованым долом, рога чубуку, тоже прямой спуск. Капик такой красивенький. Длина клинка, сейчас измерим, 11,5. Подобные ножи с августа, золотой август я объявляю, такие ножи будут в августе стоить всего меньше 10. Меньше. Вот такого типа. Сталь Неолокс. Запоминайте, потом, чтобы не было вопросов. И вот такой ножик. Костяшками, узорчиком, капик березы, длина клинка 11,2. Почему такие небольшие ножи? Потому что оптимальная длина 12-14, где-то так. Но множество опытов спустя, множество практика, как показывает и как заказывают мои клиенты, 11-12 это самая лучшая такой оптимальная длина. Почему? Он не маленький, во-первых, и не большой. Соответственно, он очень удобный. Очень удобный. Крути, верти, поковыряйся, что угодно. Не такой сабля. Не такая сабля. Понимаете? Сухожилия и так далее. Все прям. Сталь Неолокс. Запоминаем. Идем дальше. Осталось 5 совершенно крутых ножей. Представляю нож в темном. Прямой спуск 100-месячный. Кованый дол. Рога чулку. Ставочка. Клеймо мастера. Марка стали CPR. Что такое CPR? В простонародье D2 вольфрамом. То есть
дольше держит режущую кромку, чем D2. Однозначно. Добавили вольфрам, соответственно, он гребет еще дольше. Те, которые знакомы со сталью D2, да, отзывы только отличные. Тут у меня батарейка что-то хочет. Вот. Сталь очень хорошая. Немножко она грубовата в гибкости, но режущую кромку держит. Насчет удара прочности тут он уступает, чем РВЛ-ка. Вот. И, соответственно, ну, большинство в мире, в России любит хашку. Ваш друг дорогой. Ваш друг дорогой. В темном костяшках. Вот таким красивым долом. Прямой спуск. 100-месячный. Сталь РВЛ. Запоминаем. Вот такой красавчик. Может он стать твоим в это воскресенье. Ножная кожа. С виду все похожи. Но совсем другая. Итак, Neolox, CPR, RVL. Идем дальше. Для тех, кто знают размер, что такое размер имеет значение, представляю вот такого красавца. Босой ножик. Босой. 16,1. Босой ножик. Толщина тут 5 миллиметров. Красивый большой ножик. Ну, это мощь, ребят. Руби, не руби. Рвал. 34. Ножные. Кожа. Идем дальше. Ну, ребята, думал. В прошлом эфире похвастался, что Эльмакс настоящий превосходит некотором части РВЛ. Вот я хочу, специально вам оставил один из лучших сталей мира. Эльмакс Удильхольм. Суперская сталь, нержавеющая, грубовато в гибкости, имеет такую, но режущую кромку держит. Длина мечта 13,5. Желайте, ребята, желайте. Те, которые участвуют, это потенциально, это ваши ножи. У кого сколько билетов, у того столько ножей. У тебя один билет? Ну, извини, дорогой. У некоторых уже, понимаете? Шанс не только один. Как показывает практика прошлого розыгрыша, выиграли по 2 билета. Нужно вот такие конский волос. Почему буквально все такие в коже? Практичность. Сейчас через дней так 10 получат ребята, те, которые выиграют. Вот, пойдут на природу за грибами, на охоту и так далее. Все будут носить, никаких нареканий не будет. Я это знаю. И знаю уже некоторых людей, кто выиграет. Среди них будет и дама. Итак, вишенка на торте. Даже у меня такого нету. Шейничек. Вот такой малюсенький. Одевается вот так. Вот так. Лежит. Достается. А там... Не смейтесь. Это самый хороший
хорошая длина для шейника. Смотрите, на середине ладони вот, рукоять. А рукоять у нас тут босая, мощная, а не тонкая такая. Вот. Бобрятни для бобров. Те, которые для разделки пушнины. Таким кончиком, таким градусом и с такой длиной. О, очень удобно. Длина ровно 7. 7 сантиметров. Сталь Эльмакс. Последние остатки крутого Эльмакса. Птичий глаз. Смотрите, какой капик. Ну вот, держится вот так. Все спрашивают, когда тесты, когда тесты. В чем разница, в чем разница? Знаете, ребята, у вас ладонь другая, у каждого своя. Вот. И у каждого вес разный, правильно? Вот. И то, что один человек тестирует несколькими сталями, вот, а тут покажет суперские результаты, по той простой причине я как-то очень тесно причастен к этому изготовлению. Так что я знаю, что да как. Где давить, где усилия, где помягче, как говорится. Вот. А для того, чтобы действительно убедиться через экран, это трудно поверить. Ну, шатун шатуном, там режет, там весы, там, я не знаю, какие-то измерительные приборы самодельные. Вот. И там уже там якобы результат такой, вот и такой. На самом деле это не так, ребята. Ну, есть машина Жигули, правильно? Здорово. Есть машинка Жигули, да. Есть УАЗик, да, хоть Патриот, правильно? Совершенно новые обе. Обе ездят. Кто-то по бездорожью хромает, а кто-то ездит, да. Но есть среди них, все прекрасно знают, кулибины. Вот. Они колдуют, машинку поднимают, цепи там и так далее, большие колеса, тюнинг. И этот УАЗик остается от Жигулей. Почему? Потому что Жигули, на первый взгляд Жигули, а на самом деле там движок был 8 и так далее, и получается совсем другое. На самом деле первоначально было Жигули, вот, потом УАЗик, потом, я не знаю, монстр какой-то. Ну, ощущения у каждого человека по-разному. Вот поэтому, чтобы действительно убедиться, надо приобрести конкретно. Если ножик ваш нынешний, данный момент, не из этой мастерской, ножик не удовлетворит ваши желания, вот, потребности ваши не исполняет, грубо говоря, то пора приобрести настоящий. Попробуйте. Моя компания выпускает 4 вида стали на данный момент. Так что вам все равно надо пробовать. Вот. Только в группе собаководов Якутии, охотники, ребята молодые в основном группа. Вот, злоядные охотники, все тестируете, у всех разные ножи. И маленький спор, какой из мастеров Якутии самый-самый. Но по всей элементарному, у кого ножик хороший, тот и хороший мастер считается, по идее. Но я могу тут поспорить, и там в этой группе кузнецов не только я. Вот. И мы-то двое знаем, какая сталь, предел какой. Правильно? А если лучше, еще быстрее, еще крепче, да, даже можно сказать, все равно находится.
стали. Из этого надо сделать, вот и сделаю. А вот этого мои земляки, к большому сожалению, 80% моих изготовлений, даже 90% моих изготовлений, заказы все за пределы республики. В моей республике родном остается очень малая часть. Так что народ спорит, но проблема-то вишенка маленькая, не такая-то большая. Такую большую они еще не знают, еще не познали. И когда отправляешь своему земляку, который живет в республике, они сразу ого, ага. Потом через полгода я чувствую, что с ним произошло. Звоню, ну что, сломался? Они говорят, куда вы знаете? А как сломали? Да так, рычажное движение, открыли дверь гаража, а он лопнул. Вот такое отношение, конечно, лопнет любая, даже лом. Вот. Ну, честь по чести, гарантия есть, делаем, хотя делается не быстро, но делаю, отправляю, получает уже все, аккуратненько, по назначению, спокойненько, делаю все, помыли, 4-й год использует, даже не точит, молодец. Но я ему говорю, давай рекламируй, расскажи всем. А потом слышу, что мой нож там в каком-то районе провалился, где-то что-то сломался, вообще никуда не едет, а буксует, такой-то. Блин, я думаю, что такое? Вроде сталь суперская, сделал так. А потом истину я узнал. Если у моего соседа, у меня есть крузак, а у моего соседа появится 200-й, я буду молчать, что у моего соседа не появился 200-й. Крузак это плохая машина, жрет как много. Правильно? Ну, сами знаете, какая она хорошая. Вот поэтому не говорят. Прячут немножко. Но потом они наверняка, ну, когда не всплывет, наверное, все-таки. Ну, это просто слово. Так, на данный момент нет 50 участников. Участников немного. Шансов много, ребята. Подключитесь, пожалуйста. Я эту ссылочку сегодня отправлю. Репостните. Дней так осталось всего. Ну, 3 буквально. 3. И я завтра везде попытаюсь что-нибудь снимать подробненько. Что-то доказывать, ковыряться там, строгать чего-то. Конечно, А4 или газетку доказывать, что этот сталь крутой, а эта сталь не очень. С моей профессиональной точки зрения неуместно как-то. Ну, что-нибудь придумаем, чтобы привлечь много внимания. Ну, а так, мастер слово сказал, ножи готовы, лежат тут. 10 обладателей, возможно, и один человек выиграет несколько, можете стать и вы. Все зависит от количества билетов. Если 50 человек, из них, скажем так, ну давайте 75% по одному, получается 25% уже имеет немного больше шансов, чем вы, которые приобрели по одному. Ну, Джо Харау, посмотрим. Итак, ребята, до новых встреч. Ножи опубликую, спокойненько посмотрим. Вот. Вам желаю репостнуть, расскажите, покажите ребятам. Вот. За 500 рублей такие шедевры, ребята, это дар. Именно дар. А ножи имеют дух ого-го. Это не фуфло, ребята. Это настоящее. А настоящее всегда хорошее. Всем удачи. Активно участвуем. До встречи.